Подростковый возраст – самый сложный период у человека, и это убеждение не случайное. В это время организм перестраивается, все более активными становятся гормональные изменения, меняются привычки и образ жизни человека. Именно в это время у подростков и могут появиться вредные привычки. На месте нашего сегодняшнего героя не каждый согласился бы на такое откровенное интервью. Рассказать на камеру не анонимно о том, что ты наркозависимый, да еще и чтоб продавал смерть другим, отважится не каждый. Даниилу 18, он рос в семье без отца. Работа за двоих, необходимость материального обеспечения семьи стали первостепенной задачей для матери. В какой-то момент Даниил оказался предоставленным сам себе. Тут-то и оказались рядом нужные люди. Знакомство с наркотиками у меня произошло в районе 15 лет. Я учился в школе, находясь в 8 классе. У меня произошел такой, жесткий конфликт с другом из-за того, что я узнал, что он занимается распространением наркотиков. И мне даже заинтересовало это немного, я стал с ним больше времени уделять, с ним прогулкам. Опять же, он мне рассказал про то, что вообще можно зарабатывать при помощи этого. Я начал с ним кататься, и уже, грубо говоря, к вечеру на следующей неделе я имел 10 тысяч рублей в кармане спокойно. И дальше настрой попер. Естественно, стало интересно иметь деньги в кармане, особенно в таком возрасте. И захотелось как-то больше вот этих всех, прогулок, какой-то опасности. Знаете, адреналин тоже как-то шкалил в моей жизни. Дома совершенно не замечали, так как я эти деньги держал, в секрете от матери. Да и мама у меня сама по себе рабочая, у нее свой офис, у нее свое агентство недвижимости, из-за этого у нее времени достаточно не было, чтобы мне уделять. Детство для Даниила закончилось в 15 лет. Жажда легкого заработка, желание выделиться любой ценой среди сверстников заставили его ввязаться в губительный наркобизнес. Деньги, казалось, могли решить любую проблему. Я познакомился с человеком, который распространял уже, тоже год. И мы с ним начали потихоньку зарабатывать, он меня научил этому всему. Далее просто дал контакт человека, с которым я связался, и при помощи которого я, в принципе, начал все это распространять. Он мне дал первую закладку большую, чтобы я ездил по городу и их раскидывал. 4 дня всего работы, совершенно несложно так, но опасно главное. Просто, я об этом не думал, мне главное было доход. Мне главное было, чтобы я показал себя, то, что я могу жить один, то, что у меня есть деньги, то, что я могу снять квартиру, я могу ездить на хорошей машине уже 16 лет. В сводках МВД за хранение наркотических веществ нечасто, но попадаются несовершеннолетние. Участковые и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних при Министерстве внутренних дел занимаются не только основной профилирующей работой. Сотрудники милиции регулярно проводят лекционные занятия о вреде наркотиков и ответственности за их употребление по школам республики. Наше общество на сегодняшний день активным образом борется с наркопотребителями, которые стали на неправильный, на неверный путь в жизни, совершают не только правонарушения, но, конечно же, преступления. Интересно было узнать у самих детей, что они знают о наркотиках. Достаточно дети знают о наркотиках и знают то, что наркотики – это плохо. Но некоторые принимают, чтобы ощутить новые эмоции, испытать. Скорее всего, это распространяется. Скорее всего, из-за слухов, например, подростку сказали, что в том дворе есть наркотики, есть трава, он из интереса пойдет и скажет, скорее всего, один раз попробую, это дело секунды. Но нет, это не дело секунды. Один раз попробовал, все. Есть стадион на Учхозе, там даже очень большая таблица висит о борьбе с наркотиками. У нас один раз в 4 классе отец брал свою дочь со школы. Он вел себя не очень хорошо, было видно, что он наркоман. Он свою дочь иногда он брал ее за уши и брал домой. Но ребенок был напуган, было видно. Вначале, я еще раз говорю, с 1 по 5 класс где-то, они просто не понимают этого ничего, они наоборот туда. Это на уровне семьи должно делаться, но я думаю, это делается на уровне семьи. Даже если братья колятся, они все равно младшему брату всегда говорят о том, что это плохо. Так всегда было. Даже в моей среде, а вот чуть выше он становится, там 7-8 класс, все, начинается переключение. До этого родители являлись авторитетами, и дети ходили к родителям за решением разных проблем, начиная от покупки подарка на Новый год,
и заканчивая решением каких-либо серьезных своих вот, внутренних переживаний, то где-то 7-8 класс родители превращаются в оппозицию. Авторитеты есть в другой среде, а другая среда – это на 2-3 года постарше тебя, 10-11 класс. А там все уже начинается, как бы, пойдем накуримся, пойдем деньги там что-то поменяем и так далее. Они на это смотрят и понимают, что вот это круто. Вот если 10-11 класс мы найдем зожевцев, здоровый образ жизни, ребят, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, активны при этом, и наверняка они есть. Как оказалось, школьники обладают достаточными знаниями о вреде наркотиков. Они получают информацию в школе от родственников, из интернета и телевидения. Дети реагируют даже на уличную социальную рекламу. Мы проводим и психологические тесты в школе, и классные часы, и показываем фильмы, в кого человек превращается от наркотиков и алкоголизма. Беседы проводятся плановые у нас, классные часы у нас еженедельно, и, конечно, мы стараемся раз в месяц говорить об этом. Особенно мы уделяли внимание этой беседе в 9, 10, 11 класс. Сейчас мы даже включили эти беседы с 5 классов. Наблюдая за историей Даниила, многим телезрителям покажется, что он скорее исключение из правил, тем более молодой человек не наш гражданин, и с их ребенком такое произойти не может. Но большинство уже взрослых наркозависимых, живущих в Абхазии, рассказывают о своем первом употреблении еще в школе. Я сегодня понимаю, да, что это как бы ошибочно, но я долгое время как бы обвинял, да, родителей. Я первый раз там пришел домой, пьяный, выпивший. И меня сильно поругал отец, а тогда очень много было наркотиков на улице, и мне надо было ходить там на танцы и дискотеки. А я употреблял наркотики, от меня не пахло, а вот наркотик давал мне эту свободу. Как бы, подходить, общаться с девушками, там, я очень стеснялся. Вот, и как бы, если это вот это брать, то, наверное, вот как-то вот так. Но я думаю, что это, наверное, где-то внутри было давно. Года, наверное, через 3 я признался родителям, что, употребляю наркотики, и попросил у них помощи. Там мне было лет 18-19, наверное. И, я думал, что сейчас меня отправят в больницу, и там меня полечат, и все. Но тогда я еще не знал, да, и родители мои не знали, что это начался мой долгий путь борьбы, да, вот с этим совсем. Мой, их путь, и вот еще раз, да, скажу, наверное, спасибо, что они меня не бросили. Вот. Это очень важно, то есть, знаете, как объяснить? Когда в тебя кто-то верит, это прям очень важно, для меня лично. В Абхазии, как и во многих странах, тема детской наркомании закрытая. Но несколько лет назад в одной из столичных школ 3 школьников, 2 из которых учащиеся старших классов, а 1 семиклассник, попали в наркологический диспансер. Со слов самих детей, вещество, которым отравились они – спайс. Был случай, приводили 3 подростков, их привели в психотическом состоянии. Что такое психоз? Психоз – это сумасшествие. То есть настолько мозг был отравлен, что возникло состояние, похожее на состояние сумасшествия. С галлюцинациями, с бредом, с невнятной речью. Такие состояния достаточно тяжело купировать, потому что любые препараты, которые успокаивают, приводят сознание в норму, они могут повлиять на давление, они могут повлиять на другие какие-то физические состояния. Да? Тут давление и так не очень хорошее, физически, соматически человек тяжелый. И оказывать помощь очень сложно. Всего несколько лет назад спайс еще не был внесен в список наркотических веществ. О побочных действиях этой курительной смеси, таких как помутнение рассудка, суицидальные настроения, во многих странах узнали только после начала массового употребления вещества. Вышеназванный факт с участием несовершеннолетних пока единственный резонансный случай в Абхазии. По этому факту Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело. 3 несовершеннолетних были поставлены на учет. Что касается несовершеннолетней девочки, которая предоставила им данное вещество, было возбуждено уголовное дело, направлено в суд, по результатам которого девушка была осуждена. В силу того, что она на тот период времени хоть и являлась субъектом, но она не была еще совершеннолетней, поэтому ей был дан срок условно около 1 года. На сегодняшний день проводятся регулярно мероприятия в отношении
отношении нее. Двое, правда, у нас уже сняты с учета. Пока что один у нас еще состоит на учете, и с ним сотрудники ПДН ведут профилактическую работу, выезжают по месту жительства. В таком установленном порядке производится работа с несовершеннолетними. Это дело не стало поводом для внеплановых массовых проверок в других школах и учебных заведениях республики. Замешанные дети именно связаны в употреблении наркотиков, каких-то либо определенных веществ, которые установлены, либо психотропные, не наркотические, как таких детей у нас не состоящих на учете, не замеченных, не доставленных в наркологический диспансер, таких детей у нас, слава богу, нет. Я слышала, что вводятся программы, которые проводятся в школах, о том, что наркомания – это плохо. И я думаю, что, может быть, да, детей помладше возрастов, немножко что-то дойдет. Но как-то надо ограждать детей, надо объяснять, надо рассказывать с детства, что это плохо, что это нельзя. Очень много гуляют по улицам, даже вот мы, гуляя с детьми, видим, каждый день наблюдаем такие ситуации. Страшно. Я думаю, что, у меня девочки, благо нас, думаю, это все обойдет, но если бы был у меня мальчик, я думаю, я бы отдала его в спорт. Первым делом ребенка нужно занять, чтобы после школы у него не было свободного времени. Нужно, чтобы государство подумало о будущем наших детей, о будущем нашей республики, чтобы предприняло какие-то меры для этого, чтобы наших детей это огородило как-то. В Абхазии я столкнулся с такой проблемой. Один молодой человек, который приехал из России, правда, он был уже совершеннолетним, как оказалось, употреблял газы и от этого погиб. Мне также известно, что сегодня уже среди абхазских подростков, живущих в Абхазии, но, видимо, из категории не совсем социально в хорошем находящихся положении, в материальном, дети стали также употреблять этот газ. Александра Сергеева сталкивалась с десятками разных ситуаций с участием трудных детей. Рассказывать о них не имеет права, но говорит, что в большинстве случаев речь идет о несовершеннолетних, которые потеряли духовную и психологическую связь с родителями. Это люди ранимые, склонные к социальным барьерам, оттого многие из них ведут себя вызывающе. В настоящее время на учете в МВД 69 трудновоспитуемых подростков. Они не привлекались за хранение или распространение наркотиков, но эти молодые люди находятся в зоне риска. Дети звонят чаще, безусловно, потому что родители более скептически настроены. Да? Дети, они открыты еще, и они пытаются найти какой-то контакт со взрослыми, потому что они чувствуют себя одинокими, покинутыми. Ребенок все равно будет искать. И хорошо, если он наткнется на тех людей, которые действительно ему окажут помощь, а не попадет в какое-нибудь общество, где ему предложат как раз-таки наркотики. Да? Это не зависит от финансового благополучия семьи. То есть, когда мы говорим о том, что семья благополучная или нет, это просто говорит о том, что выполняют ли родители свои функции, насколько у них контакт с детьми близкий, то есть знают ли они, где их дети находятся, чем они занимаются, с кем они дружат. Алло, телефон доверия МВД. Здравствуйте. Добрый день. Я случайно узнала ваш номер, и мне сказали, что я могу вам позвонить и доверить вам одно. Да, конечно, вы можете нам доверять. 754 50 50, 932 50 50. Это номера телефонов службы анонимной психологической и правовой помощи МВД. Операторы при необходимости готовы часами говорить с теми, кому понадобится помощь. При этом гарантия конфиденциальности – важный элемент такого общения. В службу обращаются в том числе и люди, подозревающие своих детей в употреблении наркотиков. Но таких единицы. В большинстве своем родители самые последние осознают факт, что их ребенок стал наркозависимым. Так случилось и с нашим героем Даниилом. Я полностью разрушил свои отношения со своими родителями. Моя мама мне говорила такие вещи, от которых мне было просто, если бы я был трезвым, мне кажется, я бы не смог справиться с этими моментами. Она мне говорила вещи, что она не хочет меня больше видеть дома. Она понимает, что ее сын стал просто ничтожеством. Но все равно какая-то вера в ней оставалась, так как при помощи нее я только добился до того, чтобы меня отослали на реабилитацию.
Я на самом деле, я почувствовал какую-то... Когда я потерял все доверие со стороны своих родителей, со стороны своего окружения, я остался один. Ну, по сути, я был на улице, потому что я ночевал в машине. Ну, некуда мне было идти просто. Я боялся идти домой, потому что я воровал деньги из дома и не знал, как прийти домой и посмотреть в глаза своей матери. Позже просто, я начал уже на это переставать обращать внимание. Мама мне начала звонить, за меня волноваться, куда я пропал, что со мной вообще происходит и где я вообще нахожусь. И только тогда я на самом деле пришел домой, и просто в один прекрасный момент там оказались мои друзья. А один из них проходил реабилитацию в городе Рязани. Он мне сказал, что есть такое место. Просто попробуй, может быть, тебе там понравится. Просто попробуй жить трезвым, просто попробуй. Я не говорю. Он мне сказал, что если захочешь, уйдешь ты оттуда. Еще раз употребишь, и ничего с этим не произойдет просто. Ты попробуй, главное. И знаете, я задумался на самом деле, а почему бы и нет? В моей жизни все стало настолько больно и плохо, что я почувствовал, что почему бы что-то не начать менять. Просто встать с кровати и понять, что на самом деле, жизнь, она прекрасна. Чтобы помочь человеку, необходимо вовремя обратить внимание на проблему. Не всегда с первого взгляда можно определить человека, употребляющего наркотики. Есть те, кто быстро подсаживаются на иглу, и пристрастие очень быстро проявляется, в том числе и во внешнем виде. Но не всегда на теле могут быть следы от уколов. Есть наркотики, которые проглатывают или вдыхают. Что касаемо родственников, здесь нужно все-таки проводить агитацию в пользу именно жесткой любви. Я так понимаю, у вас она вообще отсутствует как вид. То есть у вас, и не только у вас, я знаю, например, у армян это тоже принято. Но если ты начал что-то там нюхать, курить или еще что-то, тебе, отец, во-первых, выпарит, во-вторых, тебе из дома выкинут. И тебе перекроют сразу все каналы финансовые, с работы уволят. То есть, все, ты пошел по этому пути, и все прекрасно понимают, что с этого пути просто так, ты не вернешься. Ты должен пойти. Все, что ты имеешь сейчас, вот все, что ты сейчас имеешь, и зашел на этот путь, стал что-то употреблять, почти невозможно просто сказать, дать обещание, что я больше это не буду. Это слишком дешево делается, кто-то за всю жизнь нужно платить. Вот ты потерял работу, тебя уволили, я тогда верю в то, что, возможно, это искупит твой путь. Мне отказались родители, я был выгнан из дома без всего, без копейки денег. Потом так получилось, я там от ножевого ранения уже умирал на лавочке. И вот у меня температура уже 38. Позвонил домой и сказал: мама, я умираю, помоги мне. Мне сказали: отлично, мы разочек тебя похороним и забудем. И все. И трубку положили. Все, я заплакал. И я понимаю, все, игры кончились. Жизнь предстала совершенно другим путем. Поведение и характер – вот первое, на что надо обратить внимание. Беспричинная смена настроения и эмоциональная нестабильность – признаки наркомании. Второй – меняется внешний вид. Человек становится небрежным в одежде. Появляются новые привычки – темные очки, иногда в помещении, и кофты с длинным рукавом, даже в жаркую погоду. Нарушение ритма сна и бодрствования, изменение аппетита, неприятный запах от тела – все это свидетельство наркозависимости. Если вы поняли, что ваш ребенок попал в беду, пряча голову в песок, вы только ухудшаете его участь. Многие наркозависимые вынуждены искать средства на приобретение наркотиков и поэтому начинают распространять эти вещества. Помимо непоправимого вреда для здоровья, все это повлечет за собой и уголовную ответственность. Семья – это то место, где формируется личность ребенка, где закладывается все его, можно сказать, будущее. И никто не может взять на себя функции семьи. То есть, да, школа, безусловно, это очень важный институт, да, в формировании ребенка. Общество, конечно. Но то, что делается внутри семьи, заменить не может никто. И, к сожалению, мы сталкиваемся, это особенности нашего менталитета, что у нас семьи закрыты, да, то есть у нас не любят говорить о проблемах внутрисемейных, и родители очень часто негативно это все воспринимают, да, и вмешательство инспекторов по делам несовершеннолетних, то есть помощь тогда, когда она может быть нужна, и можно предотвратить некоторые случаи, родители отказываются от этой помощи. И поэтому, конечно, очень важный стоит вопрос, это работа с родителями в том числе. В первую очередь у нас проблема воспитания, потому что
мы далеко отступили от своих традиций. Надо сказать правде в глаза, сегодня, мне кажется, очень не совсем правдивым говорить о том, что мы действительно придерживаемся наших традиций, где младший имел свое место, а старший вел себя соответственно. Для молодого поколения очень важен пример. И, к моему глубокому сожалению, старшее поколение последние десятилетия показывает в своей личной жизни очень страшный пример. Например, употребление алкоголя, оно безразмерно. Люди упиваются вином, водкой на разных мероприятиях. Более того, даже на похоронах у нас сегодня ставят на поминание усопшего человека алкогольные напитки, чего, мне кажется, никогда нельзя было делать. Полагаю, что главная причина того, что мы сегодня сталкиваемся и с проблемой детской наркомании и токсикомании в том числе, заключается в том, что отсутствует воспитание, достойное внимания и пример для молодого поколения. Стереотип о том, что наркомания – это удел материально необеспеченных семей, уже давно развенчан. На учете в МВД 17 так называемых неблагополучных семей, где родители не выполняют своих родительских обязанностей, и дети предоставлены сами себе. Но это не означает, что ребята из этих семей тоже стоят на учете. Эти дети больше, чем другие ребятишки, нуждаются в защите и заботе. Мы с гордостью говорим о том, что в Абхазии нет детских домов, но все чаще этот вопрос поднимается в обществе. Большинство родителей из неблагополучных семей, которые стоят на учете у социальных служб, в другой стране давно лишили бы родительских прав. Но такого механизма в Абхазии нет, и дети продолжают расти в неблагополучной среде. Эти семьи, которые у нас, 17 семей, которые у нас состоят на учете, они конфликтующие семьи. Есть семьи, которые злоупотребляют спиртными напитками, даже не то, что употребляют, а злоупотребляют. И это все сказывается на их детях, понимаете? Вот. И есть органы, компетентные органы, которые занимаются этими вопросами. То есть мы выявляем, а дальше мы им уже сообщаем. Вот. Есть такие органы, как комиссия по делам несовершеннолетних, есть отдел опеки и попечительства, есть социальные службы, которые также тесно с нами работают, есть органы прокуратуры, которые тоже в нашей деятельности нам помогают, и совместно работа ведется с ними. Даниил был в шаге от тюрьмы. В настоящее время он уже 5 месяцев ведет трезвый образ жизни. Его курс реабилитации закончится летом. Как сложится дальнейшая жизнь Даниила, зависит только от него. Было достаточно времени осознать свои ошибки и понять, что наркотики не стоят того, чтобы менять их на собственную жизнь. Но ровно через месяц, когда я поговорил со своей мамой, это был мой первый звонок, мне потекли слезы. И знаете, эти слезы были не того, что... это были слезы моего раскаяния. То, что я на самом деле сожалею, что я делал. Я первым делом извинился, я сказал: мама, извини меня. Она мне сказала: прощаю. И тогда я понял, что на самом деле трезвым можно добиться и доверие обратно вернуть. И все можно вернуть. Занять ребенка, помочь и поддержать – задача взрослых. Государство и общество влияют во многом на будущее человека, но все же основа воспитания закладывается именно в семье. Родители приучают детей к труду и показывают собственным примером, к чему нужно стремиться. Игоря Адлиба в секцию бокса в 9 лет привел отец. Затем его поддержал родной дядя. Как и все его сверстники, у Игоря тоже были соблазны в школьные годы. Но увлечение спортом помогло определить правильные приоритеты. Теперь он не только гордость семьи, но и пример для всей молодежи. Игорь – многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу, обладатель Кубка мира по кикбоксингу, ныне профессиональный боксер. Одним из последних его достижений стала победа над филиппинцем на турнире «Галактическая битва-2». Наркотики для слабых людей, те, кто не могут выдержать каких-то эмоциональные нагрузки, наверное, им легче просто опустить руки, употребить наркотики, расслабиться. Это удел слабых.
Люди к тебе относятся по-другому, даже когда ты наркоман. Кому приятно общаться с наркоманом, когда ты не знаешь, в какой момент он продаст тебя за дозу. Я ходил в школу, я ходил на спорт, я всем занимался, всем, чем занимаются мои ровесники, но также я баловался сигаретами, я курил, там пил бывало. Вот я всем этим занимался до 13 лет. До такого времени я занимался, пока я понял, что если вот заниматься боксом и также сигареты курить, далеко не пойдешь, потому что конкурент мой, постоянно кого я выигрывал, можно сказать, мы давно с ним не виделись. Он занимался, он рос. И в итоге он меня очень сильно побил на спаррингах. А все из-за того, что я курил, мне дыхания тупо не хватало. Я не мог выложиться, я не мог ничего с этим поделать, он лучше меня был во всем. Я просто возненавидел себя. Я в тот день сказал себе, что надо выбирать или такую же жизнь, то есть сигареты, алкоголь и временная приятная жизнь. Я не так бросал, типа, сегодня я покурю 1 пачку, завтра покурю 10 сигарет, послезавтра 2. Нет, я сказал, бросил и сразу бросил. Я не курил после этого ни разу. Уже прошло лет 8, наверное, как я больше не курю и ничего не употребляю вообще. Чтобы привлечь молодежь к спорту, по его мнению, государство должно создавать для этого условия. На своем примере он объясняет, какие стимулы могли бы помочь в этом вопросе. В борьбе с наркоманией, как бы, это все можно таким способом, то есть побольше залов, мест, где люди могут приходить заниматься, мест, где человек может прийти и не переживать о том, что ему надо заплатить, прийти бесплатно потренироваться. Как бы я хочу открыть свой зал со временем, большой зал, хочу большой комплекс открыть. У меня будут заниматься абсолютно все виды спорта, я хочу, чтобы в одном комплексе было. У нас очень много талантливых детей, я очень замечал это. Вот только в боксе у нас сколько талантливых детей, просто реально нету возможности. Нету возможности у нас после того, как школу заканчивают, дети бросают бокс, потому что нет перспективы, надо отправлять их за границу, в Россию. У кого-то нету связи, у кого-то нету финансовых средств. Мне просто поэтому повезло. И я как бы использовал этот шанс, и я держался этот шанс 2 руками и ногами, я просто использовал, не упустил свой шанс. Но очень много детей, которые могут таких же высот, таких же успехов достичь, просто надо им чуть-чуть помочь. Я не могу здесь заниматься, я готовился бы на бои дома, если бы у меня были все условия. У меня нет спарринг-партнеров, у меня много чего здесь нет. Все, что мне необходимо, у меня здесь нету. Чаще ребята ходили бы на бокс, если бы они видели бы в этом будущее свое. Я не думаю, что если человек будет видеть будущее, что он бросит это. Очень много людей, которые просто идут на стройку работать из-за того, что им нужны деньги. Как в России, знаете, если ты выиграл первенство своей страны, ты сидишь на зарплате. То есть 16-20 тысяч зарплата. Хотя бы если пару тысяч человек получал за то, что он выиграл страну, каждый хотел бы этим заниматься, была бы конкуренция. Это уже выходит целая система. То есть, я выиграю, у меня будет целый год, месяц 3000 рублей. Это неплохие деньги для подростка, которому 16 лет. Он карманные расходы у него будет. То есть он ради этого будет тренироваться, и у него будет ради чего заниматься боксом. Как бы тоже мотивация своего рода. Тема следующего выпуска – распространение наркотиков. Как выглядит схема сбыта? Узнаем, какие структуры помимо МВД отвечают за борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Каковы результаты их работы? Кроме того, покажем интервью с заключенными, в настоящее время отбывающими срок за распространение наркотиков в Абхазии.